Рабочий визит президента России Владимира Путина в Абхазию совпал с 9-й годовщиной событий в Южной Осетии в августе 2008 года, в результате которых Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Ровно в 17:00 вертолет с президентом России приземлился в Пицунде. Владимира Путина встретил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Приветствуя высокого гостя, Рауль Хаджимба отметил, что это большая честь принимать Владимира Путина на абхазской земле. Благодаря поддержке России мы успешно продвигаемся по пути социально-экономического развития, инфраструктурного строительства, решаем вопросы обороны и безопасности, подчеркнул Рауль Хаджимба. Все те вопросы, которые мы с вами ранее обсуждали на предыдущих встречах, находят решение во благо нашего народа. Планомерно идет реализация положений договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил абхазского коллегу за приглашение. Нам есть о чем поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность, самостоятельность, независимость Абхазии, подчеркнул Владимир Путин. У нас совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность, самостоятельность Абхазии, независимость. Я уверен, что так и будет дальше. Нам нужно только найти наиболее оптимальные пути развития экономики Абхазии, создания новых рабочих мест, создания собственной налогооблагаемой базы. Вот об этом сегодня и поговорим. Затем встреча продолжилась в формате 1 на 1. В переговорах в расширенном составе, последовавшие за встречей президентов, принимали участие делегации двух стран. С абхазской стороны вице-президент Виталий Габния, премьер-министр Беслан Барцец, глава администрации президента Даур Аршба, секретарь Совета безопасности Мухаммед Килба, министры иностранных дел Даур Кове, здравоохранения Тамас Цахнаки, сельского хозяйства Даур Тарба. С российской стороны помощник президента Владислав Сурков, заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев, замминистра иностранных дел Григорий Карасин, министры по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, сельского хозяйства Александр Ткачев, здравоохранения Вероника Скворцова. После переговоров состоялось подписание соглашения о медицинском страховании граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии. С абхазской стороны документ подписывает министр здравоохранения Республики Абхазия Цахнаки Тамаз Мурманович. Подписывают соглашение о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации. Сегодня было подписано соглашение между Министерствами здравоохранения Российской Федерации и Абхазии об организации страхования российских граждан, постоянно проживающих в Республике Абхазия, в системе обязательного медицинского страхования Российской Федерации и о оказании медицинской помощи в соответствии с этой системой. Имеется в виду оказание помощи и специализированной, и скорой, и высокотехнологичной разных видов. Над этим соглашением мы работали в течение последних нескольких месяцев. Отработаны механизмы финансово-экономические, они согласованы с финансово-экономическим блоком нашей страны. И мы надеемся, что в ближайшее время это соглашение будет ратифицировано и, соответственно, уже мы сможем в соответствии с ОМС оказывать медицинскую помощь, а не просто в качестве нашей гуманитарной помощи. По данному соглашению принят также план мероприятий по его реализации. И в соответствии с этим планом будут проводиться технические вопросы реализации этого соглашения. И оно, надеюсь, после успешной ратификации в парламентах двух стран вступит в силу. То, что ранее было, запланировано строительство кардиоцентра, или остается? Мы обсуждали этот вопрос в контексте того, что создание кардиоцентра необходимо с точки зрения медицинской. Как этот проект будет осуществлен, это предмет дальнейших обсуждений.
Затем главы государств сделали заявление для журналистов. Рауль Хаджимба и Владимир Путин выразили уверенность, что принятие соглашения о информационно-координационном центре – очень важный шаг. Этот орган будет важнейшим инструментом в борьбе с преступностью. Абхазии важно, чтобы мы проживали в комфортных условиях, но и наши гости не были бы лишены этой возможности, сказал Рауль Хаджимба. А Владимир Путин подчеркнул, что совместная работа силовых структур России и Абхазии также повысит уровень безопасности туристов в республике. Мы отметили позитивную динамику реализации положений Абхазо-Российского договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Так, в преддверии нашей встречи абхазской стороной было ратифицировано соглашение о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России. Мы рассчитываем, что новый орган будет серьезным и эффективным инструментом содействия решению вопросов в сфере борьбы с преступностью, улучшения криминогенной обстановки в стране. Вступило в силу соглашение о создании информационно-координационного центра органов внутренних дел России и Абхазии. Цель – повысить эффективность совместных усилий по противодействию криминалу. Это очень важно, в том числе для обеспечения спокойного отдыха российских туристов, приезжающих в Абхазию. Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность, оказывать всемирную политическую поддержку. Как отметил Владимир Путин, большую часть абхазского экспорта в Россию составляет продовольствие, прежде всего фрукты и овощи. И в связи с ограничениями на ввоз продукции из ряда стран у Абхазии есть очень хорошие возможности и далее наращивать объем поставок своей продукции на российский рынок. На двусторонней встрече обсуждался вопрос об изменении порядка таможенного оформления, проверки работы фитосанитарных служб. Как сказал президент России, по итогам российско-абхазских переговоров есть определенные идеи, и в ближайшее время начнется их реализация. После завершения переговоров президент Абхазии Рауль Хаджимба по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина посетил 8-й международный турнир по профессиональному боевому самбо «Платформа С-70», который проходил 8 августа в Сочи. Там президента встретили премьер-министр России Дмитрий Медведев и известные российские спортсмены. Зрители увидели 10 поединков. Президенты двух стран приняли участие в церемонии награждения победителей этого престижного турнира. Рауль Джумкович, прошу вас. Ваши аплодисменты! Каждый новый турнир «Платформа С-70» посвящается знаковым для российской государственности событиям и темам. В прежние годы объединяющим стержнем становились темы великих русских полководцев, истории армии страны, создания войск Национальной гвардии. В 2017 году по замыслу организаторов церемония открытия и видеоролики между боями включили сюжеты, посвященные самым тяжелым и героическим эпизодам истории России. От ледового побоища и противостояния монголо-татарскому нашествию до Великой Отечественной войны и военной операции в Сирии, борьбе с международным терроризмом.